родители спросили, что я думаю о семейном бизнесе. В общем, я нашла книжку и решила ее прочитать. Развитие сектора малого и среднего бизнеса – это основа благосостояния любого государства. Все чаще этот бизнес организуют родственники, относящие к одной семье. Такой бизнес получил название семейного бизнеса. Семейный бизнес в узком смысле – это фирма, в которой работают члены семьи и их ближайшие родственники. Как правило, это небольшие компании с количеством работников до 10 человек. Или бизнес одной семьи, где на благо общего дела трудятся только ближайшие родственники. Муж, жена, дочь, сын и прочее. Такие фирмы существуют в ряде стран Европы и Америки, а также есть и в России, где составляют большинство семейных компаний. Как правило, это различные ИП, до недавнего времени называвшие страшной аббревиатурой ПБЮ, или по-другому предприниматели без образования юридического лица. В них отсутствует четкое должностное разделение полномочий, нет самой структуры подчинения, нет иерархических ступеней, лидерство принадлежит главе семейства, а остальные выполняют свою работу так, как ее понимают. По такому принципу часто строятся небольшие магазинчики, где дочь – продавец, жена – бухгалтер и снабженец, а отец – руководитель и водитель в одном лице. По этому же принципу зачастую строятся консалтинговые фирмы, кадровые агентства, семейные типографии и интернет-магазины. Здесь нет прописанных должностных инструкций, но есть функциональная взаимозаменяемость, где члены всей семьи кровно заинтересованы в выживании их маленького семейного дела. Постепенно такой семейный бизнес подрастает. Появляются компании с четко поставленной организацией и структурой подчинения, где семейные отношения переходят в деловые, а часть родственников становятся управленцами или их подчиненными. Такие фирмы постепенно наследуются в поколениях, владельцами уже которые являются целые семейные кланы. К данной группе, как правило, относятся крупные компании, в том числе и международные корпорации со множеством дочерних структур. В этом случае семье принадлежит только контроль над компанией за счет семейного пакета акций или за счет права выбора членов совета, директоров либо управляющей компании. Короче, занимайтесь семейным бизнесом, и будет у вас все хорошо.